тюрьму за то, что оказался честным? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая абсурдная резонансная ситуация произошла в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Председатель Верховного суда Таджикистана раскрыл подробности дела Рустама Саидахмадзода, судьи суда Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области, попавшего в немилость после вынесения оправдательного приговора и освобождения обвиняемого из зала суда. Рустам Саидахмадзода обвиняется в превышении служебных полномочий и заведомо ложном доносе о преступлении, сообщил Шермухамед Шахийон на пресс-конференции в Душанбе 14 июля. 43-летний Рустам Саидахмадзода, судья суда Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области, был задержан 29 июня в Душанбе. 1 июля решением суда он был помещен под стражу сроком на 2 месяца. Спустя неделю после ареста судьи президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, в котором говорится, что Саидахмадзода освобождается от должности за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Рустам Саидахмадзода заявил, что себя виноватым не считает и намерен в течение 2 месяцев доказать свою невиновность. О Рустаме Саидахмадзода местные СМИ написали после того, как он вынес оправдательный приговор по нашумевшему делу и освободили обвиняемого из зала суда. Суды в Таджикистане очень редко выносят оправдательные приговоры и в большинстве случаев поддерживают сторону обвинения в уголовных делах. Председатель Верховного суда Таджикистана подтвердил задержание Азизы Хайдаровой, секретаря Рустама Саидахмадзода. Хайдарова обвиняется в мошенничестве, отметил Шахийон. Барно Хайдарова, мать Азизы Хайдаровой, в беседе 6 июля сообщила, что ее дочь обвиняется в мошенничестве при купле-продаже жилья. Причем тут Азиза? Этот дом купила я сама 2 года назад на деньги, заработанные в России, заявила она. По словам Барно Хайдаровой, ее дочь никаких противоправных действий не совершала. Следователи, обвиняя в мошенничестве, заставляют ее дать показания против своего начальника, судьи Рустама Саидахмадзода. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, чем насолил этот судья? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Глава высшего судебного органа отметил, что с начала года были арестованы председатель и судья суда города Худжанда. По словам Шермухамеда Шахийона, бывший председатель суда города Худжанда Хамиджон Мухаммадзода и бывший судья горсуда Рустам Махмад Саидзода подозревается в получении взятки в размере $2500. Деньги они поделили между собой. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 мая освободил Хамиджона Мухаммадзода от должности председателя суда города Худжанда в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство судьи. С этой формулировкой лишился своего поста и Рустам Махмад Саидзода. Шермухамед Шахийон сообщил, что Рахмидин Рахимзода, судья суда района Сино города Душанбе, также освобожден от должности за вымогательство в $1500. Как отреагировали на выдвинутые обвинения сами задержанные и их близкие, неизвестно. В Таджикистане родные и близкие задержанных в большинстве случаев отказываются от общения со СМИ. Всего в Таджикистане работает 450 судей. За последние 10 лет около 30 судей были освобождены от своих должностей в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи, и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Власти о совершенных служителями Фемиды преступлений не сообщают, однако по информации независимых источников судьями совершаются в основном преступления коррупционного характера. А как вы относитесь к задержанию этого судьи? Считаете ли вы его виновным действительно? И как вы относитесь еще к тому, что у нас в стране на пост судьи назначаются люди самим Эмомали Рахмоном, и тем самым почти все коррупционеры? Это о чем-то говорит. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!